Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с работой Рухабадского комплекса по выпуску хлебопродуктов. В Ашхабаде состоялась премьера оперы «Махтумкули» и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическими вооруженными нападениями в городах Махачкала и Дербент Республики Дагестан, которые повлекли за собой человеческие жертвы и увечья. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел рабочее совещание с участием вице-премьера Танрыгулы Атахалыева и хакимов вилаятов, на котором был рассмотрен ход текущих сезонных полевых работ в стране. Как отметил Атахалыев, в вилаятах интенсивными темпами продолжается хлебоуборочная эстрада. Активными темпами идет уборка пшеницы. Особое внимание уделяется минимизации потерь при сборе и транспортировке урожая, а также своевременным расчетам с фермерами. На данный момент собрано более 1 миллиона тонн пшеницы. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки по Ашхабаду посетил Рухабадский производственный комплекс по выпуску хлебопродуктов Государственного объединения Туркмен-Галаун-Имлери, расположенный в пригороде столицы. Председатель Халк Маслихаты ознакомился с работой зерноперерабатывающего предприятия и провел здесь рабочее совещание с участием соответствующих руководителей. 24 июня в рамках празднования Дня деятелей культуры и искусства Туркменистана на сцене Национального музыкально-драматического театра состоялась премьера оперы «Махтумкули». Постановка, созданная в 2012 году, была восстановлена силами коллективов театра и Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Молодого Махтумкули сыграл Бегенч Мошиев, роль Мингли исполнила Дуниягозель Бегалыева. Избирательные участки для голосования на выборах президента Исламской Республики Иран будут открыты в Ашхабаде и Мары. Голосование состоится в пятницу, 28 июня. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 6 вечера. Иранские граждане, проживающие в Туркменистане, смогут проголосовать в посольстве Ирана в Ашхабаде или в Генеральном консульстве в городе Мары. Для иранских водителей планируется организовать передвижные урны на пограничных терминалах. Специальные курсы прошли в Минске специалисты Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, чей профиль – вопросы планирования и осуществления противотуберкулезной помощи. Учеба проходила на базе Центра ВОЗ при Республиканском научно-практическом центре пульмонологии и фтизиатрии. Программа обучения включала основные аспекты программы борьбы с туберкулезом с учетом достижений современной медицинской науки и новых подходов к выявлению, лечению и профилактике туберкулеза, согласно новым рекомендациям ВОЗ. В аэропорту Турина разыгралась сцена, как из романтической комедии. Один из пассажиров, готовившийся к вылету в Мадрид, после телефонного разговора со своей возлюбленной потребовал выпустить его из самолета. Самолет был уже готов к взлету, когда девушка по телефону умоляла мужчину не улетать и остаться с ней в Турине. Не в силах противостоять мольбам любимой, пассажир поднялся со своего места и потребовал, чтобы его немедленно выпустили из самолета. Экипаж, оценив ситуацию и руководствуясь соображениями безопасности, принял решение выполнить просьбу взволнованного пассажира. Орен Ноулсон из Великобритании стал первым пациентом, которому имплантировали нейростимулятор непосредственно в мозг для лечения эпилепсии. Операция, проведенная в октябре 2023 года в лондонской больнице Грейт Ормонд-стрит, когда мальчику было 12 лет, дала отличные результаты. Количество припадков сократилось на 80%. До операции Орен страдал от тяжелой формы эпилепсии с частотой приступов от 20 до 100 в день. Припадки могли привести к падению, потере сознания, а в некоторых случаях даже к остановке дыхания, требуя срочной реанимации. Сборная Италии сыграла в ничью с командой Хорватии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-1. Этот результат позволил итальянцам выйти в 1/8 финала турнира. В параллельном матче группы «Б» Испания одержала победу над Албанией со счетом 1-0. Теперь сборной Италии предстоит встреча со Швейцарией в 1/8 финала 29 июня в Берлине. Испания сыграет с одной из команд, занявших третье место 30 июня в Кёльне. В 12-м туре чемпионата Киргизстана по футболу Сулейман Мухадов был признан лучшим игроком встречи между командами Абдышата и Киргиз-Алтын. Нападающий из Туркменистана, выступавший за Абдышату, принес своей команде победу, забив решающий гол на 70-й минуте игры. Благодаря этой победе Абдышата укрепила свое лидерство в турнирной таблице, набрав 30 очков. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.